Здравствуйте, Владимир Петрович, дорогие друзья и участники сегодняшнего мероприятия. Национальная библиотека Республики Саха-Якутия в рамках проекта «Эпоха и музыка» проводит онлайн-лекции. Сегодня лекция на тему «Исследование современной музыки народа Саха на примере фестиваля рок-музыки «Табык» и мастерство вокального исполнения и сценический имидж эстрадного артиста на примере якутского эстрадного дуэта Екатерины и Алексея Егоровых. У нас сегодня в гостях лектор Владимир Петрович Индигирский, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, обладатель знака «Гражданская доблесть», отличник образования Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Абыйского улуса, отличник культуры Республики Саха-Якутия, отличник образования, член Союза журналистов Российской Федерации, член Союза авторов-песенников Якутии, член Российского творческого союза работников культуры и искусства. Индигирский Владимир Петрович родился в поселке Дружина Абыйского района 16 марта 1963 года. Среднее специальное музыкальное образование получил в Якутском музыкальном училище. В 1989 году окончил дирижерско-хоровой факультет Ленинградской высшей профсоюзной школы культуры, ныне Санкт-Петербургский гуманитарный университет. Свою трудовую деятельность Владимир Петрович начал директором Павловского филиала Майнской школы искусств. Работал директором КЦЕГУ, методистом по музыке Республиканского научно-методического центра, шеф-редактором музыкальных программ радио НВК «Саха», художественным руководителем и главным дирижером президентского хора мальчиков Национального фонда Баргары. В настоящее время работает заведующим вокально-хорового отделения детской школы искусств номер 2 города Якутска. Владимир Индигирский – известный мелодист Якутии. Его сочинения наполнены философским содержанием, размышлениями о себе, о месте человека в этом мире. Авторские песни Индигирского вошли в антологию лучших якутских песен XX века. Индигирский ведет большую просветительскую и общественную работу. Он участник многих республиканских международных конкурсов, является председателем и членом жюри различных хоровых и песенных конкурсов, является автором и ведущим телепередачи «Музыкальный Якутск» на канале «Стер» и радиопрограммы «Музыкальный салон» на волне радио «Россия-Саха». Владимир Петрович пользуется большим авторитетом среди музыкального сообщества, обладает незаурядной работоспособностью, является известным человеком в республике и в городе. Индигирский Валерий Владимир Петрович – член Союза журналистов Российской Федерации, член творческого объединения авторов-песенников Якутии, член правления Якутского хорового общества, член правления Союза работников культуры и искусства. Его имя вписано в справочнике «Журналисты России», в энциклопедиях «Культура и искусство Якутии» и «Трудовая слава Якутии». Он является постоянным ведущим церемоний открытия и закрытия республиканского проекта «Музыка для всех». Владимир Индигирский – автор популярных проектов, снискавших популярность и признание народа «Поющая Туймада», а также проект среди детей дошкольного возраста «Бэйби-шлягер». Последние успехи и достижения Владимира Индигирского. Он в 2019 году был награжден благодарностью министра культуры Российской Федерации Владимиром Мединским. Совсем недавно он завоевал номинацию «Дойдумджано» земляки в республиканском конкурсе среди мелодистов Якутии. Владимир Петрович является автором более 300 статей,
опубликованных в периодической печати, в сети интернета, посвященных проблемам развития искусства и культуры в Якутии, творческим портретам исполнителей классического и эстрадного искусства, проблемам музыкальной педагогики. Владимир Петрович не устает удивлять всех нас. Он имеет второе высшее образование в Санкт-Петербургской академии управления и экономики по специальности государственное и муниципальное управление. Он является аспирантом кафедры искусствоведения Арктического государственного института культуры и искусств. Вчера он успешно выступил на международной научно-практической конференции «Арктическая циркумполярная цивилизация. Человеческий капитал», который был посвящен 20-летию Агикии. И теперь мы вправе ожидать в будущем от Владимира Петровича научные профессиональные статьи, посвященные разным аспектам нашей культуры и искусства. Ну что ж, подошло время предоставить слово Владимиру Петровичу Индигирскому. Пожалуйста. Ну, во-первых, я очень рад услышать, когда с уст другого человека звучит моя такая автобиографическая, объективная такая оценка, какая-то такая работа. Ну, вы библиотекари нашей любимой национальной библиотеки, конечно, вы это все, знаете, собрали со всей современной литературы, и это на самом деле это так. И когда вы ко мне обратились сегодня, предновогодний наш любимый праздник семейный, Новый год, выйти и, значит, как бы ознаменовать такой радостный, значит, праздник своими какими-то размышлениями, какими-то научными лекциями, которые не знакомы многими людьми, потому что меня представляют как педагога, как мелодиста. Вот. А то, что у меня есть еще новое как бы научное призвание, может быть, никто, может быть, не знает, и, может быть, это и хорошо. И то, что вот я начинаю свою такую научную деятельность с нашей любимой национальной библиотеки, это для меня очень важно, это очень знаменательно. Тут собрались, я смотрю, очень уважаемые все люди, которым непростые слова, чтобы наша якутская музыкальная культура развивалась. И, значит, для каждой научной работы, я хотел бы сказать, есть своя тема, да, любого научного деятеля, который хочет видеть не только двумя-тремя статьями обнародовать то, что он видел, как он спел, и на этом все закончилось. А чтобы была такая цельная деятельность, чтобы все время вот эта вот тема постоянно повторялась. Ну, выбрать тему про тему фольклора вроде бы очень много у нас исследователей, и которые уже практически человек, который занимается фольклористикой, этнической музыкой, очень сложно туда вторгаться, потому что очень сильная там уже основа. Это уже во всех мировых даже справочниках занимаются все. Теперь, значит, возьмемте классическую музыку. Классическая музыка тоже у нас очень хорошо исследована прекрасными нашими музыковедами, исследуется вот, творчество композиторов, уже есть учебники в музыкальных школах и так далее. А вот наше эстрадное искусство, наша эстрадная область, совсем недавно, 2 года назад, вы знаете, Государственный театр эстрады отметил 50-летие. И, понимаете, я задумался о том, что 50 лет – это, извините, не 5 лет и не 5 месяцев, это очень много. И она у нас, эта эстрада есть, что у нас есть даже стационарное теперь здание театра эстрады. А как-то вот все это прошло как-то 50 лет очень обрывочно и очень как-то не методически не оформлено. А, к сожалению, эти артисты же ушли, самые основоположники, Юрий Платонов, Наталья Трапезникова. И это очень обидно, потому что эти люди
всю жизнь посвятили развитию эстрадного искусства, точно так же, как фольклористы, точно так же, как композиторы. И свою деятельность посвятили служению этому развитию эстрадного искусства. Ну, я подумал, что это очень несправедливо. И в музыковедческой науке должна начаться такая вот новая отрасль эстрадоведения, как, скажем так, ну, это я так говорю, мы по-научному говорим музыкально-эстрадное искусство. И вот я думаю, ну не то, что я думаю, я очень хотел бы, чтобы вот это поддержано было вами, потому что эстрада такой же жанр, такие же люди, которые украшали нашу с вами действительность, украшали нашу жизнь. И они точно так же, как артисты оперы, так же, как и композиторы, и такие, как великие актеры, и имеют право, чтобы их описали, рассказали, и приходилось это по наследству. И это было сказано с научной точки зрения, потому что действительно даже по российским, скажем, меркам это искусство к этому относилось более снисходительно. В Советском Союзе вы понимаете, что к этому не придавалось большое значение, как-то считалось оно развлекательным, таким легким жанром. А сейчас время показывает, что все жанры хороши, если они сделаны профессионально, красиво, на высоком профессиональном уровне. Поэтому я думаю, что персоналии этих артистов, вообще откуда у нас началось эти источники этого эстрадного искусства в Якутии, как, на чем оно основалось, как оно создалось. Ведь это же не вчера он с неба спустился микрофон или гитара в руках у парня. Это же все создавалось объективными причинами. А какими эти причины, какие источники? Это очень важно, это очень нужно. И вот с этой точки зрения вот я начал вот это заниматься с этой деятельностью. Вы знаете, что у нас 5 лет назад отмечал рок-фестиваль «Табык», который был создан в Советском Союзе. Вы представьте себе. Значит, каким мы обладали, наш якутский народ, насколько обладает талантом, чтобы, ну, победили в спорте, ну, победили везде в сферах. Но ведь музыке это не так все просто. Это надо быть очень талантливым народом. И мы тоже преуспели в этом деле. Ну, а как это легко сказать, преуспели? Это ведь тоже надо рассказать, как мы преуспели. И вот с этой точки зрения я сегодня хотел бы представить вашему вниманию свою исследовательскую работу, которая называется, как вы помните, вы, конечно, не помните, я уже обговариваюсь, ага. И про исследование рок-фестиваля «Табык». Давайте вместе мы посмотрим и обсудим после этого. Прошу включить демонстрационный экран. Первым республиканским фестивалем якутской рок-музыки стал «Табык-90». Он прошел в декабре 1990 года в культурном центре Якутского университета. Важную роль в возникновении фестиваля «Табык» сыграла группа «Чолбон», которая выступила в Мирном в 1987 году, поразила всех гостей, участников и зрителей рок-фестиваля. В 1990 году Артемий Троицкий, рок-журналист, провозгласил группу «Чолбон» лучшей авангардной группой Советского Союза, обойдя фаворитов группу «Гражданская оборона» и Егора Летова. «Чолбон» взяли гран-при фестиваля «Рок-Азия». Спустя некоторое время якутские меломаны и рокеры приняли решение об объединении и проведении своего фестиваля при активном содействии Антониды Корякиной, мамы Табыка, работавшей тогда в обкоме комсомола. Отцом фестиваля «Табык» и рока в целом стал стихийный философ и природный музыкант Михаил Тумусов, Тумус Михаля, который также стал катализатором процесса рождения саха-этно-рока и идейным его вдохновителем. Алексей Егоров из группы «Чорон» отметил, что на рок-фестивале была реализована их мечта, связанная с проведением цельного концерта.
Владимир Махначевский подчеркнул, что только якутская музыка из природы черпает свою самобытность. Лидер группы Сергей Анатолий Босиков выразил, что все мы одно поколение, когда-то вставшие на путь поиска истинного якутского песнопения, совершаем переход к своему национальному стилю. О музыке услышанных групп отмечал Владимир Корякин. Обращение музыкантов групп Чолбон, Айталы и Серге к пластам народного эпоса Лонхо и использование все новых интонационных моделей не только обогащает музыкальную и духовную культуру самих музыкантов, но и заставляет зрителей прикоснуться к богатству народной мудрости. Победителям фестиваля якутской рок-музыки «Табык» было дано право представлять республику на конкурсах «Голос Азии» в Алмате и «Рок-Азия» в Барнауле. Итак, фестиваль «Табык» стал традицией для республики Саха. 1991 год, октябрь. Получил определение этнического от Александра Липницкого. В Якутск посетил целый этнодесант из Финляндии, Казахстана и Тывы. Участие иностранных музыкантов позволило смело говорить о фестивале «Табык» как о международном. 1992 год. Выступление в рамках фестиваля русскоязычных команд. Открытием фестиваля стала группа «Санта-Мария». 1994 год. Фестиваль открыла городская команда «Мартимирус», верхоянская группа «Джулгадухала». К участию в рок-фестивале «Табык» были приглашены монгольская этнопоп-певица Сарантуя и английские электронщики Чунин Пач. В 1996 году рок-фестиваль прошел под девизом «Punks not dead». На «Табык» был приглашен Евгений Федоров в качестве лидера малоизвестной команды «Текила Джаз» и группа «Монгол Шудан». Немаловажным стало открытие группы «Дапсы», которая была создана студентами колледжа культуры и искусств, а также появление на сцене городской панк группы «Твари». Участие в организации «Табык-98» приняла московская компания Greenway во главе с Александром Чепорухиным, продвигающая World Music. В этот раз в фестивале представилась возможность Валентине Романовой-Ческырой. Главным гостем стал Артемий Троицкий. 2000 год стал юбилейным. В качестве хедлайнера выступала группа «Алиса» с его лидером Константином Кинчевым. Следующий фестиваль состоялся в 2004 году, сменивший формат, отбросивший приставку «этно» и ставший фестивалем современной музыки. Главным девизом «Табык-2004» стал «Алло, мы ищем таланты». Для этого была созвана команда экспертов и создана творческая лаборатория «Табык-рейтинг», честно осмотревших более 20 команд из пригородов и города Якутска. «Табык-2005» стал называться просто «Фестивалем музыки». Сергей Потапов, молодой режиссер Саха-театра, обладатель «Золотой маски», стал режиссером открытия. В течение всего фестиваля в арт-клубе работала персональная фотовыставка Руслана Кривогорницына, а роль хедлайнера исполнил Сергей Галанин со своей группой «Серега». Также фестиваль посетили Альберт Кувезин с группой «Ядха», а также такие звезды якутского рока, как Дапсы, Айтал и Чолбон. В 2010 году легендарному рок-фестивалю «Табык» исполнилось 20 лет. По этому поводу была организована пресс-конференция с организаторами рок-фестиваля «Табык 20 лет». На вопросы журналистов пришли ответить соорганизаторы Василина Кривошапкина, Елена Киселева, Кристина Гайд, художественный руководитель фестиваля Карл Сергучев и начальник управления культуры и духовного развития Якутска Антонида Корякина, музыканты и другие деятели культуры. На пресс-конференции соорганизаторы отметили, что если в 1990 году в фестивале приняли участие только 9 групп, то в 2008 уже было 40. При этом расширились и рамки музыкальных жанров и направлений. Организаторы высказали свое мнение по поводу изменений, произошедших за 20 лет. Из идеи, которая бродила в голове за 20 лет истории рок-фестиваля, удалось создать настоящий фестиваль позитива, драйва и рок-музыки. Сейчас фестиваль является уникальным творческим проектом, а не маленьким рок-междусобойчиком.
1 декабря в рамках рок-фестиваля прошли творческие лаборатории, мини-концерты и мастер-студии продюсеров, музыкальных критиков, ведущих специалистов искусства и участников фестиваля. Фестиваль «Табык-2011» прошел в культурном центре Северо-Восточного федерального университета. Вот что писала газета «Эхо столицы». Все тот же старый табык. Хедлайнерами стали знаменитая тувинская этнорок-группа «Ятха» и культовая группа из Москвы «Звуки Мо». В 2011 году после фестиваля Семен Ермолаев отметил необходимость возвращения табык к этнике. Табык является древним ритуальным инструментом народа Саха, который имел культовое значение и считался священным. В него били в дни бедствий и больших праздников. По его словам, он мечтает о том, чтобы новый виток табыка пришел к ритуально-обрядовой и этномузыке. В 2014 году фестиваль задышал по-новому и стал носить название «Табык. Новое движение». Этот год по сравнению с другими отличался тем, что его участниками стали интересные молодые исполнители. Например, группа «Халланга Юрдель», которая состояла из детей 8, 9, 10 и 16 лет. На фестиваль также были приглашены интересный этно-рок-коллектив из Тывы «Хартыга», группы Animal Jazz и смысловые галлюцинации. В 2015 году табыку исполнилось 25 лет. Юбилейный фестиваль прошел во Дворце спорта «50 лет Победы». На участие в фестивале было подано более 30 заявок от исполнителей различных районов республики. В качестве хедлайнеров были приглашены группы из Германии, Москвы и в качестве почетных гостей группа из Тывы «Ятха». Таким образом, в ходе изучения истории якутского фестиваля «Табык» можно сделать следующие выводы. Звуки первого табыка прозвучали в Якутске в декабре 1990 года. У истоков тогда стояли Антонида Корякина, Михаил Тумусов, Дмитрий Васильев, братья Александр и Семен Ермолаевы и многие другие. С каждым разом музыкальное событие обновляло свой формат. За немногими изменениями табык за годы своего существования пронес свой неповторимый и уникальный стиль. Каждый фестиваль собирает более 40 молодых талантливых коллективов, также корифеев якутского рока и, конечно, большую армию поклонников и многочисленных зрителей. Второй вывод нашего исследования, что табык – это сообщество музыкантов-единомышленников, известное далеко за пределами Якутии. Фестиваль по праву считается легендарным фестивалем современной музыки. Многие именитые ныне группы начинали свои первые шаги в творчестве именно с участия в фестивале «Табык». В гостях у фестиваля в разное время побывали «Машина времени», «Аквариум», Жанна Агузарова, «Монгол Шудан», «Смысловые галлюцинации», «Ва-банк», «Текила джаз», «Хунхурту», «Инна Желанная», «Звуки Му», «Мистерия Джуз», «Вопли Видоплясова», «Алиса», «Серега», Animal Jazz, Ятха. Среди якутских команд лауреатами фестиваля в разные годы стали группы «Минус-72», «Мартимирус», «Харды», «Бронепояс 1469», «Норма Джин», «Хроники Харона», «Империя Z», «103», «Юригель Сулус» и «Сола». В целом можно сказать о том, что фестиваль «Табык» сыграл важную роль в развитии и становлении якутской рок-музыки, став толчком сопряжения традиций и новаторства в музыкальном искусстве Якутии, преобразовав диалог двух эпох. И в заключение вашему вниманию фрагмент выступления молодежной группы «Сата Дорай». Благодарю всех за внимание. Конечно, за 10 минут можно включить, и может быть, у кого-то возникли вопросы.
пожалуйста. Надежда Даниловна, пожалуйста, продолжайте. Вы же у нас модератор. Мы послушали очень интересную лекцию, дорогие друзья, на тему исследований современной музыки народа Саха на примере фестиваля рок-музыки «Табык». Дорогие друзья, если есть вопросы, включаем микрофон и задаем Владимиру Петровичу. В чате у нас посмотрим. Но я думаю, что психологически я очень хорошо понимаю, потому что для них неожиданно, для моих ценителей, поклонников. У нас мало молодежи, которые бы вот сами пели бы, участвовали или были на Табыке, поэтому, конечно, это было очень неожиданно для нас. Я думаю так, для наших вот читателей, которые привыкли слушать классическую музыку, привыкли слушать этническую музыку, привыкли слушать шедевры мировой классики. Вот это говорит еще раз о том, что у нас вот эстрадная якутская музыка, к сожалению, не исследована. Если старшее поколение, оно еще ничего не знает, то молодежное поколение тем более не знает. Потому вот и нужно как раз об этом сегодня вести разговор. Я думаю, что сегодня люди, которые вот прослушали эти лекции, задумаются действительно, что... Ведь смотрите, вот в Табыку фестивале исполнилось 20 лет. Ну, представьте себе, если человек играл на гитаре в 30 лет, то ему сейчас уже 55 лет. Годы очень быстро проходят, вы понимаете, да? Поэтому тот вчерашний парень, красивая девушка, которая выходила на сцену, пела, удивляла, поражала, зрители кричали, визжали в восторге, то сегодня они так уже не могут, потому что они все уже тоже повзрослели, помудрели. И вот, к сожалению, вот, понимаете, они пели, а ничего не оставили, получается. Вот. А чтобы это сохранить, вот этим надо заниматься. И это будет очень на пользу молодому поколению. Понимаете, вот в чем дело. Ну, я думаю, что... Ой, у нас здесь вопрос. Сейчас посмотрим чат. Спрашивает Никифоров Егор. Трудно ли заниматься параллельно и педагогической, и исследовательской деятельностью, не забывая об общественной нагрузке? Ой, Егор, ну это вообще потрясающий вопрос. Я думаю, это касается не только меня, это касается любого творческого человека. Почему? Потому что мы, когда работаем в своей основной работе, мы прямо зарываемся прямо туда, потому что действительно в своей сфере очень тоже много тонкостей, и человек действительно углубляется в свой предмет, бесспорно. И как-то жизнь проходит мимо, а общественную работу мы никогда не должны забывать. Почему? Да потому что ведь мы занимаемся этим ребенком, одним ребенком, а жизнь-то тоже проходит. То есть у этого ребенка есть папа, у этого ребенка есть мама, а у этих родителей есть дедушка и бабушка. И они тоже не должны быть лишены. Но не было их время такого, скажем, педагога, который так бы занимался их ребенком. Так вот, эти-то люди тоже ни в чем не виноваты. Несправедливо получается. И поэтому для этих тоже людей, этого поколения, этот человек творческий тоже должен параллельно вместе работать. И наукой доказано, когда педагог занимается своим предметом, своими детьми, своими учащимися, и параллельно задевает родителей, он включает еще соседей этих родителей, то, конечно, интерес к этому виду предмету начинается, усиливается, потому что папа, мама начинают говорить, в доме начинается обсуждение, а ребенок тоже находится в этом микроклимате, и он тоже начинает втягиваться. И, следовательно, человек, делая общественную работу, на самом деле он делает очень большую работу. Он триедино, он охватывает ребенка, он охватывает семью, а кроме этой семьи он охватывает дом весь, где он живет, соседи, а соседи другому соседу звонят и так далее, и так далее. Следовательно, в целом,
музыкальное искусство распространяется по всему, по всей территории. Она охватывает как можно больше слои. Вот в этом смысле вопрос очень хороший. Конечно, трудно заниматься, но для этого у человека должен быть очень хороший организованный труд, он должен быть очень методически выдержанный, у него должно быть крепкое здоровье, наверное, потому что больному человеку очень трудно этим заниматься, не только общественным, но еще своей нагрузкой педагогической. Поэтому он должен следить за собой и так далее, все время быть каким-то таким. Ну, это отдельная сфера для научных психологов и так далее. Ну, все люди-педагоги, вы понимаете, о чем идет речь, правильно же? Вот и так бы хотел бы сказать, очень трудно, но это надо этим заниматься, конечно. А без общественной работы делать нечего сегодня. Ведь есть специально сегодня пишут диссертационные работы, что в любой школе и вообще любом, где идет преподавательская деятельность, эта школа должна непосредственно заниматься микрорайоном той границы, на которой он работает, на котором стоит эта музыкальная школа. А школа должна еще дальше выходить и так далее, и так далее. Иначе никак невозможно. Иначе могут вообще эту школу закрыть. Стоит эта школа, кто-то выходит, заходит. Никакой ценности как будто бы оно и не приносит. Сегодня ведь так вот стоит вопрос. Поэтому эта организация, которая, скажем, где работает, особенно артистическая какая-то вот такая же творческая, она не должна выходить, она должна выходить из своих стен, идти в массы. Поэтому Михаил Ефимович правильно поставил вопрос проект «Музыка для всех», потому что она не должна замыкаться только для музыкантов, она должна быть для всех, для всего. И таким образом территория республики становится очень музыкальной, одухотворенной. И это играет на пользу всем нам. Вот так бы я хотел бы ответить на вопрос. Ой, Василий. Здорово. Здравствуйте. Василий Панников Самарабин. Иһиллер сөйдік аха ыйтын. Я Володя молодец, мақтал на сөйлексиян еттім, көддім. Әнінтон бі кәкептеттен сағамай бір бастың журналист болаған. Әнін үлілердің тоқыры материалдың әлбәбіте болу әпті. Оны баратын әм видеоға түрияңын мен пұрғынанды Министерство культурыды дискеті аттыраңын тоқ бар ете музыкасығыннақ диске лекция бәсәтті тебіккен. Онна бұл республикатор қаттан, осколаларға дағаны, культурада клубтарға дағаны тарқатан үтаргіп болылар. Мана де бұл салайыр тәрілтелері егенді көмі үргіп болылар деменді бағағына әбінеті әрібін етті. Мене мие манна кәнчәрі мехінен виятер ендірі бұд. Оны болағына штат соқ болан суоппары мұйтар әпті. Олар болағына үхіс Международный конгресске кейден оңянлар Площадка оңянлар бихиренен тұрандар. Олы нена группалары республиканска конкурска дипломанийын болан тұралар. Өлетін тағынан тәриян оғылреті кірі оғылары үйретен сыйджар әпті. Анан әтен үліғар сүддәған мақтанауын, оны әте мен әппетін бұддық тарғанары болдар дейін мағалақпын. Оны туақ дейілдері болды. Махтал Василий Степанович. Василий Степанович наш вектор нашего развития классического музыкального искусства в сфере детского хорового исполнительского искусства, наш уважаемый человек, он сам памятник живой, живая легенда, мы его очень чтим, ценим. Конечно, хотелось бы тоже про Кончаре научную работу, пора бы написать, потому что столько заслуженных уже артистов вышли из вот коллектива, который был в 70-е годы. Вы знаете, это столько времени прошло. И вот Василий Степанович вот является таким человеком уникальным, который менялась эпоха, все менялось, жизнь менялась. У нас даже Советского Союза уже нет. А он еще тот живой, тот настоящий живой свидетель всей этой радости, фанфары и так далее.
Конечно, очень трудно сейчас судить, отрицать. Есть такие люди, отрицают все хорошее. Нельзя так относиться. Надо всегда работать в диалектическом единстве, потому что в любом действии есть и хорошее, и... Мен, Володя, Да. мен оğolorgon Yurgun Batır operаны turubutun. Körbütün de hoğad. Ол көрбүттүм постоянно көрөбүм. Учугей дискон Вот, оны боллагана, оны hös международный фестивальга гран-при болду ол опера. Аны бу уатталлакка Дальневосточная академия искусства культуры пыткудагар 4-5 коллектив кытыттан перемести болду. Аны туран бу международный конгресс болду деди. Иккис конгресс музыка длепсек. Да. Анна Дютага музыкальный юрактан президенты бейтинен келен Шила Будвард, келен көрен этигенерные дарённые дети диемат. Ол hem оларгар опера театрын терияхына туросутун бу 11 жыл болду. Аны бу аяхонтата Юрий Степанович Куприянов прямой эфире болду ди. Стебикетта. Олонна эппен кинетте Жаманнел бак специалисттери кытты сөбүле hem мараммыт. Ол специалисттери теллеринен бу оскологото операны туруарар физиологический кыга хуак. Она анда дуга бидда театра, опера театра хуак, она кыллыбат дет. Затта мен ха хомойдум. Ол эппетим моллате Шила Будвард этитин. Оны генесиннер преподавательлера я восхищена денетитин видеотын ыппытым. Оны көрбүттүрөдү хугоду туак тебиттер боллар. Ити боллагана специалисттер не кимне апитер боллар. Ол специалисттер ол киренне кине туры кепсебиттер быгылак, кепсиллер быгылак. Ол түмгөр эте театр библиин дана халлабак кайлар. Так, можно пару слов, а? Да, конечно. Слышно, да? Да, слышно. Да, слышно. Здравствуйте. Владимир Петрович, вот, я хочу по поводу развития современной вокально-инструментальной музыки и по поводу вокально-инструментальных ансамблей. Да? В данный момент, вот последние годы, очень активно участвуют дети, подростковые группы, молодежные группы. Их стало очень много. Каждый год проводится около 10 фестивалей и конкурсов по всем улусам нашей республики. Мы постоянно участвуем в жюри этих конкурсов. Но, к сожалению, я хочу обратиться к музыковедам, которые вот работают и просвещают именно классическую музыку, и театральное искусство и так далее. Вот насчет просвещения, анализа современной якутской вот музыки, да, именно вокальной инструментальной музыки, джазовой, роковой музыки, ну, почти нет. Поэтому вот я очень сегодня рад, что Владимир Петрович начал именно вот изучать, анализировать современную музыку. И пора уже это начинать и работать в сфере этой деятельности. И я рад, что лед тронулся, и наконец-то мы вот последующие годы ждем от музыковедов анализа и изучения современной музыки. И именно эстрадной музыки. Спасибо. Спасибо Василию Степановичу, Алексею Васильевичу за ваши вопросы и пожелания. Как вы видели, Владимиром Петровичем проведена большая музыковедческая исследовательская работа, которая с научной точки зрения рассказала нам о фестивале современной музыки «Табык». Нам при выборе сегодняшнего лектора совсем не хотелось его сразу отпускать, ведь сегодняшняя наша встреча предновогодняя. И мы попросили Владимира Петровича подготовить еще какой-нибудь материал в рамках нашего проекта «Эпоха и музыка». Владимир Петрович? Да. Дорогие люди, дорогие мои ценители, поклонники музыки, я хотел бы сказать, что
Эстрадная музыка нас в Якутии зазвучала очень ярко, выразительно с появлением вокального дуэта Екатерины Алексея Егоровых. Ныне народных артистов. Это звание они заслужили честно, справедливо. Народ прямо был рад и счастлив, потому что не всегда же бывает объективная оценка. А вот тут все совпало, потому что звезды любят этот дуэт, так же, как каждый из нас. Ну как же я могу обойти такую тему, которым вот я сходил на концерт 3 года назад, где они дали прекрасный концерт, итог, анализ своей деятельности к 35-летию создания своего вокального дуэта. И, конечно, я заставил себя сесть и заняться вот этой работой, которую сейчас большим удовольствием вашему вниманию представляю. И прошу включить запись. Здравствуйте! Мое выступление посвящено проблемам изучения музыкально-эстрадного искусства Республики Саха-Якутия. Сегодня мы будем рассматривать сценический имидж вокального дуэта Екатерины и Алексея Егоровых на примере концерта «Ырэ Барахсан» «Дорогая песня», посвященного к 35-летию создания вокального дуэта Екатерины и Алексея Егоровых от 9 декабря 2017 года. Предлагаю для начала посмотреть видеопрофайл, где наши артисты приглашают на свой концерт. Өксекүлі ағатынан нұроттыр доғырдығылырын жетігер, ақсынны 9 күнігер. Екатерина Алексей Егоровтар айыр дуэттарын 35 сыла. Ырэ Барахсан. Думаю, что вы согласитесь со мной, что это хороший профайл, выдержанный по всем правилам видеопрезентации артиста. Якутское эстрадное творчество мало изучено исследователями музыки. Высокий профессионализм Екатерины и Алексея Егоровых сегодня является примером вокально-сценического творчества и имеет истинное признание любителей эстрадного искусства Якутии. Наше размышление основывается на публикациях, собственном материале, интервью. Попробуем представить на этой работе свою логику рассуждения. Не о такой ли логике рассуждений того или иного художника очень точно сформулировал доктор искусствоведения Даниэль Житомирский. Понять внутреннюю логику еще не значит понять объективный смысл, но игнорирование внутренней логики собственного стимула художника, к сожалению, столь обычное в искусствоведческих трудах, всегда фатальным образом ведет к искажению объективного смысла. Валентина Конан во взаимодействии массовых и академических жанров вывела эпоху третьего пласта, неизмеримо выросшего в XX веке. Академические композиторы, с одной стороны, и представители массовой культуры, с другой, оказались перед лицом новых реалий в области стилевого и жанрового синтеза, писала исследователь новых массовых жанров в музыке. Надо сказать, что этому способствовал динамичный, экспериментальный дух эпохи, обогащение жанровой палитры, поиск новых средств музыкальной выразительности. Екатерина и Алексей Егоровы являются яркими представителями эпохи третьего пласта. Они обучались в 1982 году в Московской творческой мастерской эстрадного искусства. Будем вкратце говорить, в ВТМИ.
За время учебы они осваивали ряд дисциплин, среди которых были занятия по сценическому движению, танцу, вокальному эстрадному искусству и другие. Екатерина и Алексей Егоровы получали уроки вокала у знаменитого педагога ВТМИ, выпускника института имени Гнесиных, дирижера-хоровика, композитора и аранжировщика Владимира Хорощанского. Надо упомянуть, что песни Владимира Хорощанского исполняли тогда популярные певцы советской эстрады: Иосиф Кобзон, Нина Пантелеева, Екатерина Шаврина, Маргарита Суворова, Валентина Толкунова. Вот тут на примере обложки грампластинки вы видите, что песни Хорощанского исполняет Ирина Отева. Хорощанский развивал певческий голос простых, несложных для голосоведения упражнений, вспоминает Алексей Егоров, и отмечает, что их педагог, как дирижер-хоровик, отрабатывал частоту звучания на малых интервалах. Он преследовал важную цель – развитие звукообразования как первостепенного фактора осмысленного интонирования. Именно благодаря этих вокальных упражнений при постановке голоса была достигнута дикционная организованность и выразительное вокальное звучание голосов Екатерины и Алексея Егоровых. Владимир Хорощанский на своих занятиях использовал вокальные упражнения одного из знаменитых педагогов и певцов Камилла Эверарди. Еще Александр Серов говорил: «Пение русское неразрывно слито со словом». Действительно, при художественной интерпретации произведений певец должен добиваться простой выразительной речи, окрашенной тембровыми красками его голоса и основанной на полноте вокального дыхания. А сейчас в качестве примера давайте проанализируем песню Ирасана «Светлые мечты» на слова Андрея Кривошапкина, музыку Алексея Егорова. Сейчас мы посмотрим запись 1994 года, где поют молодые тогда артисты Екатерина и Алексей Егоровы. Вот мы посмотрели видеозапись данной песни «Ирасана». Вы только посмотрите, как зрители смотрят и слушают. Не всегда зрители слушают так внимательно артиста. Это очень важное качество для любого исполнителя. А сейчас давайте вернемся к нашей песне. Мажорная ладовая основа с переменным минорным переходом произведения вводит слушателя в мир грез и мечтаний. Певцы успешно решают вокальные задачи, раскрывая светлый образ песни с приподнято эмоционально ликующим настроением. Без напряжения звучат голоса, гибкость, полетность звука достигается за счет вокализации гласных. Дыхание отвечает длине вокальной фразы, а опора звука достигается четко скоординированной работы дыхательного аппарата. Многолетний опыт, а именно 35-летняя работа на эстраде, выработала у ансамблевого дуэта свою собственную вокальную технику, заложила профессиональное сочетание четкого произношения слова, формирование вокальной фразы и певческого полноценного звука. Вы помните, что Константин Станиславский говорил о пьесах Чехова. Его пьесах нужно быть, то есть жить, существовать, идя по глубоко заложенной в середине главной душевной артерии. Так и в нашем случае певец должен жить, существовать в исполняемом произведении, чтобы всем своим нутром правдиво раскрывать перед слушателями содержание и художественные образы произведения. В большой стройной программе концерта прозвучали самые разные песни на стихи известных и молодых поэтов Якутии.
Выбор стихов известных поэтов Якутии к своим мелодиям у Алексея Егорова не случайен. Он с особым вниманием относится к духовному миру своих современников. В стихах поэтов он ищет аналитичность, раздумье. Его привлекает богатый духовный мир старших поколений. В последнее время Егоров, как автор-исполнитель, ищет лироэпическую поэзию, балладу, элегию, нуждается в широкой гамме лирических строк. Алексей Егоров вместе с супругой Екатериной ищут новые тенденции к броской, ассоциативной образности, где присутствуют эпитеты, метафоры, к форме, тяготеющей к верлибру поэтов. В сочинениях Егорова воспевается Якутия, где присуща доверительная интимность, обострены нравственные критерии и высокая гражданственность. Достаточно вспомнить имена поэтов, на которые Алексей Егоров сочинил мелодии и исполнил в юбилейной программе. Семен Данилов, Варвара Потапова, Иван Федосеев, Наталья Михалева, Родион Еремеев, Тумус Михайля, Ухан и другие. Где есть глубокий психологизм, неповторимый колорит, облик якутского народа, его черты душевной силы, морального здоровья и жизнелюбия. Когда мы рассматриваем выбор поэтических строк и воплощение их в особый песенный жанр, то мы сразу чувствуем фольклорные интонации в стиле Дегарен-Ире в эстрадной аранжировке, которая определена стилистическими особенностями интонации, ритмическим многообразием. Как пишет музыковед Аиза Петровна Решетникова, все виды народного пения джаряти-ре и дегерен являются основными типами интонирования песенных монологов богатырей среднего и верхнего миров. Образное объединение вариантных модификаций названного стиля основано, очевидно, на магическом его значении. Материалы обрядового фольклора дают основание считать, что таким пением они изъясняются духом хозяевам, божества мои, которые и сами изъяснялись на нем через посредников белых шаманов. Также мне хотелось бы провести аналогию творчества Алексея Егорова с фольклорным героем народа Саха Юрим-Оланом. Анализируя примеры песен, мы видим, как свои собственные авторские песни Алексей Егоров исполняет в высокой теноровой тесситуре, с чистотой высоких помыслов, широко использует мелизмы с импровизированным взаимодействием поэтических и музыкальных основ народного эпоса. В песне «Миндойдум. Родина» на стихи Семена Данилова произведение исполняется в стиле Дегарен-Ире, где на структурном уровне мы ощущаем якутское песнопение, где как бы национальный герой Юрим-Олан воспевает родной край мощным певучим голосом, где из тематического зерна мелодии вырастает фрагмент обрядового фольклора. Образная, драматургическая, колористическая песня Егорова «Миндойдум» сегодня уже исполняется государственным вокальным ансамблем Туймада полифонической аранжировки, а также любима профессиональными и самодеятельными певцами. Теперь давайте поговорим о таком интегративном свойстве артиста-личности, как сценический имидж эстрадного исполнителя, а также рассмотрим основные составляющие имиджа Екатерины и Алексея Егоровых. Еще в 1975 году в своей статье «12 Салманова» к вопросу театрализации музыкальных жанров Галина Черная писала: «Сближение разных областей нашей художественной жизни в последние годы приобрело почти всеобъемлющий характер между драматическим театром и концертной музыкой, литературой и хореографией, между кино и музыкальной сценой, равно как и с популярными видами эстрадного, циркового, даже спортивного искусства. Возникли такие гибкие, живые и прочные связи, что вне их трудно рассматривать современное творчество». Сегодня мы находим немало книг и статей, в которых раскрывается тема имиджа. На уровне обыденного сознания считается, что имидж – это всего лишь внешний вид – одежда, прическа, макияж.
Имидж – мощное средство вхождения в психическое пространство личности. Чем лучше мы умеем производить впечатление, тем глубже проникаем в психологию личности, получая возможность привлечь ее внимание к себе. Так утверждает Виктор Максимович Шепель. Безбилдинг – это создание лица, мимика, макияж, грим, волосы, прическа, включающая в себя целый ряд положений, которые связаны с созданием соответствующего лица адекватному замыслу имиджа. У наших артистов Егоровых есть профессиональный визажист Дмитрий Васильев, который, соблюдая режиссерский замысел, короткий промежуток времени умело конструирует безбилдинг. Кинесика и жесты Алексея и Екатерины Егоровых скупы, но многозначительны и выразительны, так как работают в целях создания единого целостного образа музыкального номера. Этому виду искусства их научили московские преподаватели по сцен-движению, знаменитая балетная пара Анна Редель и Михаил Хрусталев в 1982-83 годах во время их учебы в ВТМИ. Что касается дизайна одежды, сценическая одежда Егорова всегда решена мастером по костюму Надеждой Докторовой, чья дизайнерская фантазия подкупает зрителя и является важным средством общения с аудиторией. Очарование словом – это культура, манера общения, умение донести основную мысль. Данный отчетный концерт вел сам Алексей Егоров, который мастерски владеет якутским языком и подкупает высокой культурой. Очарование звуком – певческие данные исполнителя, то есть владение различными вокальными приемами. Здесь хочется сказать, что индивидуальная тембровая окраска голосов Егоровых, широким певческим диапазоном, слаженность дуэтного ансамбля в интервальном соотношении терции, сексты и октавы, меццо-сопрано и плюс тенор, производит неизгладимое слушательское впечатление. Энергетика и харизматичность эстрадных исполнителей, где артисты удерживают внимание публики на протяжении всего своего выступления, одновременно проживая судьбу персонажа исполняемого произведения, демонстрируют высокое самообладание и четкую организацию в расчете вариантов своих возможных действий. Итак, исходя из концепции Шепеля, можно сказать, что дуэтный ансамбль Егоровых полностью соответствует представлению о сценическом имидже, непосредственно связанным с конкретно исполняемым произведением. А сейчас я прошу вспомнить выступление Екатерины Алексея Егоровых на конкурсе советской песни «Юрмала-86». Екатерина и Алексей Егоровы, город Якутск. Композитор Алексей Рыбников на слова Рабиндраната Тагора. Последняя поэма. Екатерина и Алексей Егоровы. Екатерина и Алексей Егоровы, солисты якутского ансамбля «Чорон». Что не
Как вы убедились, еще будучи очень молодыми артистами, Екатерина и Алексей Егоровы полностью владели мастерством вокального исполнения и сценическим имиджем эстрадного артиста. Данный материал, посвященный вокально-сценическому имиджу эстрадного дуэта и опирающийся на сравнения, метафоры, интервью, высказывания музыковедов, является небольшим примером анализа одного из явлений якутской эстрады. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо вам, Владимир Петрович, за очень интересный показ лекции. И у нас поступили вопросы в чат. Как вы пишете песни? Я тут посмотрел. Да. Как вы пишете песни? Ну, я как-то с телепередачи говорил о том, что песни можно сочинять по заказу. Вот бывает такое, вот надо написать гимн или что-то такое. Да, но если человек очень талантливый и творческий, он может это сделать. Конечно, для этого надо обладать большим арсеналом композиторского искусства. Вот это первый. А второй, значит, это когда человек творческий видит в своей жизни какое-то яркое явление, красивую девушку, например, которая произвела огромнейшее впечатление. Бывает такое, что ты прочитал, открыл газету, и вот тебе в глаза бросились замечательные строки какого-то непонятного, может, вообще неизвестного поэта. И хочется написать, и он пишет. Это может быть такое, вот такое ситуационное, ситуационное я называю такое. И третье, это когда человек спит и однажды ночью видит сон. И во сне возникает какая-то, извините, вот эта мелодия, которая, она без поэзии еще, она просто очень выразительная. Он тогда просыпается и пишет на бумаге вот эти ноты, чтобы не забыть. А потом он может об этой забыть, об этой написанной ноте. И вот может это пройти год, может 10 лет, и однажды он видит поэзию прекрасную и вспоминает, ведь он вот как раз эта мелодия была, вот, оказывается, посвящена к этим стихам. Он роется в своих архиве, вытаскивает ту мелодию, которую он ночью набросал. И, понимаете, такое стечение обстоятельств. И шикарный хит получается. Я когда вот рассказываю своим музыкальным якутским, как рождались мировые хиты, мировые эстрадные хиты, то так 70% так оно и случается, оказывается. И действительно потом эти песни, как, например, песня Веласкес «Бесама мучи», которая теперь является самым лучшим суперхитом мира про любовь. Да? И вот то же самое было также рождена. Так, следующий вопрос. Когда вы решили связать свою жизнь с музыкой? С музыкой я решил связать 17 лет. Когда поступил в музыкальное училище, я сразу полюбил это все дело. Такое, знаете, вообще это невозможно. А если к этому еще по душе тебя совместимый приходит педагог, который ты прямо влюбляешься, прямо как человека влюбляешься. У меня моим учителем была Анаида Николаевна Туласова, тогда выпускница Владивостокского института культуры и искусств. Она, оказывается, была старше меня всего лишь на 10 лет. Вы представьте себе, мне 17, а ей было 27. Ну как не влюбиться? Она вся была обтянутая в джинсах, такая очень умная, интеллектуальная. Я так любил индивидуальные занятия с ней. И сейчас я думаю, господи, мне 30 лет, а ей всего 40 лет. Вот так вот, понимаете, как бывает в жизни. Я очень счастлив. Я всю жизнь благодарю ей, что она встретилась на моей студенческой биографии. Следующий вопрос. Какими советами по самоорганизации и тайм-менеджменту вы можете поделиться с нами? Но я не могу вам все это рассказывать. Это абсолютно отдельно, и я не компетентен в такие вопросы. Я же не менеджер и все такое. Поэтому я просто хочу сказать, что человек должен быть очень самоорганизованным. У человека очень много
всяких соблазнов, когда приглашают идти туда, туда, особенно когда молодой, там тусовки ночные, те бдения, хочется туда и сюда, и концерт, и туда все хватить. Но обнять-то весь мир невозможно, действительно. Но это когда ты знаешь главную цель, ради чего ты служишь и живешь, ты выбираешь из этих всяких направлений одну, которая в будущем сыграет свою решающую роль. Вот единственное я могу об этом сказать при всех. Когда написали свою первую песню, я написал в 17 лет, когда поступил в музыкальное училище. Вы знаете, что я был сирота, у меня не было денег каждый год ехать. Я из Абийского Луса, самолеты летали очень редко. И если Заречье может позволить и пешком пройтись, например, и даже на машине, то у меня такой возможности не было. Все студенты разъезжались, я один оставался в комнате. И однажды я сел возле рояля, и с книжной полки упала книга. Я достал эту книгу, это книга, оказывается, поэзии Пантелеймона Туласнова, и она так открылась, и там были прямо строки этой страницы Сулустар. Я очень бережно положил на пюпитр и начал сочинять. Почему? Да потому что оно сыграло в моей душе, потому что я ведь родился в Абые, где не было электричества, и моими лампами, фонарями были звезды, и они как раз ярко-ярко горели. И об этом написал Пантелеймон Туласнов. Вы представьте, а потом, когда я разговорился с их родными, вот недавно, 3 года назад было столетие Пантелеймона Туласнова, они говорили, что в биографии он, оказывается, был в Абыйском Улусе, работал. Вы понимаете, вот его как аура перешла ко мне так кажется. И вот я с большим удовольствием 17 лет написал эту песню. Так, иногда я соглашаюсь с каким-то поэтом, что студент должен быть голодным. Вообще творческий художник иногда должен быть голодным. Тогда рождается очень хорошее произведение, полотна. Когда человек сытый, ему это совсем не интересно, и Бог от него отделяется. Кажется мне так. Ну вот, кажется, я на все вопросы ответил. Ага. От Марии есть вопрос еще. Пожалуйста. Нужен ли нам институт музыкальных критиков? Ну, институт музыкальных критиков, зачем нам институт? Для этого у нас есть высшие учебные заведения. У нас замечательный университет, Северо-Восточный федеральный университет. У нас великолепный артистский институт культуры и искусства. Если ты гуманитарий, если ты талантливый, ты умеешь танцевать, петь, поступать в артистский институт культуры и искусств. Видишь, как у нас правительство позаботилось обо всем. Высшая школа музыки у нас есть. Хочешь быть хорошим пианистом? Ведите своего ребенка, внучка, туда внук поступать. И не надо никого там, отдельный институт, зачем? Есть кафедра искусствоведения, вот они и будут заниматься музыкальной критикой. Но иногда вот некоторые, хотел бы сказать, кстати, очень правильный вопрос. Почему-то у нас люди общественность путают журналистов с музыкальными критиками. Есть журналисты, которые выпускаются из нашего университета, но это совсем другая сфера. Но они специализируются в политике, например. Вот хочу вот сделать сопоставление, что есть у нас спортивные обозреватели, правда? Это непосредственно люди, которые сами занимались спортом. Ну как можно рассказывать простому люду, как идет футбольная игра, если ты сам никогда не играл в футбол? Бесспорно, он должен владеть этим техникой, инструментарием, технологией, речью, в конце концов. А почему такого не должно быть в музыке? В музыке еще обостренной, потому что это чисто духовная сфера. Конечно, он должен обладать всем инструментарием и техникой фортепианной игры, знать нотный материал, знать шедевры музыкальной литературы. Имеет только такой багаж, человек имеет право говорить о музыке. Не имеющий таких инструментарий, человек никогда учился в музыкальной школе, он ни близко не должен подходить к этой теме, потому что это некомпетентно. Потому что я знаю, когда я читаю иногда, я была на концерте
в зале сидели дамы в таких пышных платьях, там еще там чего-то. Дама-певица вышла какой-то прически. Вот это разве музыка? Это же не музыка, это же бульварщина. Это совсем не связано с музыкой. Когда мы говорим о музыке, это должна быть абсолютно другая речь, совсем другая аура, другой аромат. Человек должен, читая, войти в эту атмосферу театра. Понимаете, о чем идет речь? И это очень тонко надо говорить, потому что у нас действительно, когда мы говорим музыканты пишут, там музыканты пишут, там журналисты пишут о музыке, они ведут себя как слоны в фарфоровой лавке. Вот. И люди, и когда таких журналистских статей становится много, люди начинают верить. Вот, оказывается, вот музыковед. Как хорошо написана музыка. Это не о музыке они пишут, они совсем про другое. Они пишут абсолютно как на базаре. Вот люди разговаривают, люди продают. Вот о чем, о ком. Только не об искусстве. Вот об этом я хотел сказать. Но этому надо учиться, бесспорно учиться. И у нас очень хорошие есть преподаватели, конкретно занимающиеся научной сферой. Вот так бы я хотел сказать. А отдельно создавать институт музыкальных критиков абсолютно не нужно. Потому что из 10 музыкантов только один хороший музыкант, искусствовед может быть. Потому что не все могут хорошо рассказывать, хорошо писать, понимаете, производить впечатление. Это надо очень обладать интеллектуальным даром еще. От Бога должно быть уметь рассказывать. Ораторское искусство, мы говорим еще. Кем и чем вы вдохновляетесь при написании музыки? Да, всем, даже вами. Вот смотрю Маргариту Егоровну, которая постоянно в такой активной позиции. И вот, ну как? Вот я смотрю и хочу написать песню про маму, про такую. Вот такую Маргариту Егоровну. И я пишу, и сопоставляю с ее образом. Потому что не она такая одна мама. Таких мам очень много в нашей республике. Конечно, как художественный человек, как художник-творец, я должен идеализировать это, потому что как-то на такую маму должны равняться другие мамы. Понимаете, у нас тоже и там существует, ну, как любой поэзии, должно быть возвышение женщины и так далее, и так далее. Ну, вот чем я вдохновляюсь. Вот. И вот в конце вот Мария пишет: Владимир Петрович, ну что, я хотел бы поблагодарить, время мы так долго распространялся, такие замечательные были вопросы. Хотел бы сегодняшним нашим уважить просьбу Марии спеть песню, посвященную моей маме. Она умерла у меня, ее нету. Я пришел, когда работал в национальной вещательной компании, музыкальным редактором, и я попросил Степана Дадоскинова, человека, автора, журналиста, Гена, написать строки про северную маму. Немножко рассказала о ней, как она, чего она, как примерно такое. И на следующий день он принес мне эти строки, я тоже сел за рояль и написал эту песню. А сейчас эта песня так людям понравилась. И когда я первый раз дал по эфиру Якутского радио, пришло столько много писем с просьбой повторить эту песню много раз. Но я знаю, что ты не должен пользоваться своей служебной обязанностью. Вот так у нас стоял вопрос всегда в национальной вещательной компании. Сегодня мы смотрим коммерческое радиовещание. Что хотят, то и дают. Понравится мне, вот дают целый день. А раньше так не было. Ты даже не имеешь права свою песню давать. Вот так было. И, наверное, это тоже правильно, справедливо. Ну, пожалуйста, я прошу сейчас нашу Цардану Васильевну, нашего куратора, который сидит за кадром, человек очень творческий, талантливый, занимается вот сейчас как раз цифровой технологией. Minni gestere
safim Süreğin teber teber terin İye sıvanilım du İye kuvanilım du O safim sana yakın O bola bile yakın Kelellen tingen siho gunyaman inge temeng idem nyavas ni tibel ni bem inge kudem be kudi inge kamena da kudi kumara pichonda ku ketlene kunga Золотой ты, птенчик мой, ты не бойся, я с тобой. Говорила ты тогда, мама милая моя, мама, дай обнять тебя, знай, как я люблю тебя. Вспомни детские мечты, там, где папа, я и ты, наши мамины глаза, не забудем мы никогда. О, саспын, саныхпын, о, болан, илыхпын, илыхпын, илыхпын. Все, что я хотел вам рассказать, я вам все рассказал. Что вы хотели услышать? Я вам все старался ответить на ваши вопросы. Я очень счастлив, что вы со мной. И очень хорошие люди сегодня были со мной, с нами. Спасибо вам, Владимир Петрович, за незабываемую встречу сегодняшнюю, за ваши познавательные, интересные лекции. К сожалению, вот мероприятие наше подходит к концу. Спасибо нашим участникам сегодняшнего мероприятия. Владимиру Петровичу желаем вам творческого успеха, море вдохновения, плодотворного труда, счастья, здоровья вам и вашим близким. И надеемся, что ваша учеба в аспирантуре принесет нам большие позитивные изменения в сфере культуры и искусства. Спасибо вам. Я благодарю вас, нашей ведущей Надежде Даниловне, координатору нашей сегодня встречи Сардану Васильевну, директора Национальной библиотеки нашей любимой Саргалану Васильевну за организацию, что устроили вот такое время коронавируса, такую встречу со мной. У меня такой бальзам на душу, понимаете? Так редко мы встречаемся, а сегодня вообще мы не встречаемся. И видеть родные лица. Я хотел бы, чтобы вы были здоровы, никто из вас не болел. Нас ждут великие дела, дорогие мои. Спасибо вам. Надеемся, что мы увидимся офлайн скоро, в скором времени. Да.